Дорогие читатели, зовут меня Варвара Корякина. Я писатель. Долгие годы я собирала мистические легенды, легенды о городе Якутске. И в 2017 году вышла моя книга «Странный мир». В эту книгу вошли легенды старого города, легенды о Якутске. Вот одна такая мистическая легенда. Называется она «Немая монахиня». Этот случай произошел в конце 80-х годов прошлого века. Сосед моей тети Тани по лестничной площадке Альберт Петрович, доцент кафедры патологической анатомии МИТФАКа ЯГУ. Странный, рассеянный человек за 40, в очках, интеллигентный, воспитанный. Жил он с женой и с дочкой-подростком. Альберт Петрович был частым гостем моей престарелой тети. Заходил просто общаться. Иногда помогал по хозяйству, когда требовалась так называемая мужская рука. Хотя с этими обязанностями справлялся кое-как. Его жена тетя Шура, учительница истории, крупная миловидная женщина, управлялась этим куда лучше своего немного нюни мужа. Тетя Таня с соседями дружила. Альберт Петрович часто задерживался на своей работе в анатомке МИТФАКа, готовил материал для студентов, то есть готовил трупов для вскрытия. Он в мистику мало верил, мертвых он не боялся, иногда, желая казаться брутальным, говорил: человек — это ничто, груда костей, мышц и мяса. Но однажды он зашел к тете Тане сам не свой. Альберт Петрович начал свой сбивчивый рассказ. Это было в прошлом месяце, в субботу вечером, даже ближе к полуночи. Никого, кроме сторожа и меня, во всем здании МИТФАКа не было. Я, как всегда, работал. Задержался надолго. Вышел в коридор подышать. Там всегда прохладно и свежо. В анатомке сильный запах формальдегида, поэтому я часто вхожу в коридор. Хожу, разглядываю плакаты, которые я почти знаю наизусть. Вдруг мимо меня бесшумно прошла женщина в темной длинной одежде. Я ничего не понял. Подумал, что от усталости от этого запаха формальдегида почудилось. Потом собрался и поехал на такси домой. Опоздал на последний автобус. Совсем забыл об этом видении. И вчера вечером такое было. Вчера опять задержался на работе. Хожу по коридору, дышу воздухом. И опять мимо меня прошла та же женщина в длинном темном одеянии. Одета как монашка. Я оцепенел. Что же это такое? Может, уборщица? Но они до 4 часов не справляются с работой и уходят. Новая лаборантка? Одета очень странно. И уборщица, и лаборантка поздоровались бы, перекинулись бы словечко. А это бесшумно проходит мимо, даже не оглядывается. Мне стало как-то не по себе. Но было жутко интересно. Я пошел за ней. Женщина завернула за угол коридора, направилась к выходу. Потом оглянулась и позвала меня рукой. Это была немолодая женщина с некогда красивым, бледным, тонким лицом. В больших голубых глазах затаилась какая-то невыразимая боль и тоска. Уголки рта опущены, тонкие, почти бескровные губы беззвучно шевелились. Я последовал за ней. Она как-то бесшумно открыла входную дверь, и мы оказались на улице. Она перешла дорогу, пошла по деревянному хлипкому мосту и направилась в сторону Залога. Вдруг меня осенило. Это была настоящая монахиня в старинной одежде. Монахиня пошла к бывшей Богородицкой церкви, которая сейчас стала лабораторией Института космофизики. Остановилась. Не дойдя до здания бывшей церкви, посередине дороги возвела руки к небу, с мольбой посмотрела на меня, приложила руки к груди, покачала головой. Бледное, исхудалое лицо бедной женщины выражало такие адские муки. Я стоял в смятении и смотрел на эту странную женщину. Не понимал, что хочет она от меня.
Вдруг на моих глазах женщина исчезла, растворилась в темноте. И тут я испугался по-настоящему. Что за напасть? Заработался? Сошел с ума? Я уже не помню, как добрался до дома. Видимо, сел на последний автобус. Какой-то необъяснимый ужас охватил меня. Я никогда не верил в существование потустороннего невидимого мира, и тем более призраков. А тут этот случай сбил меня с толку. На одном дыхании проговорил Альберт Петрович. Тетя Таня внимательно выслушала сбивчивый и взволнованный рассказ соседа и со свойственным ей спокойствием и с какой-то слегка высокомерной безмятежностью стала объяснять. Так и есть. Это графиня Анна Бестужева. Ее здесь, в Якутске, называли немой монахиней. Ее сослали сюда, в Якутию, отрезав язык. Жила она в Спасском монастыре, а потом в доме на месте Митфака-Ягу, из окон которого была видна Богородицкая церковь. Говорят, графиня любила ходить в эту церковь и смотреть на нее из окна своей комнаты. Перед кончиной Бестужева завещала похоронить ее в этом тихом местечке. В 1751 году похоронили графиню Бестужеву в церковном кладбище, расположенном вокруг Богородицкой церкви в Залоге. Теперь поверх старых могил построены жилые дома и проложены дороги. Вот и ходят обеспокоенные таким бездушным отношением отошедшие в иной мир люди. Это большой грех не чтить память усопших и ходить по могилам, сравнять их с землей. Альберт Петрович внимательно выслушал тетю, ни слова не проронил, какой-то поникший и озадаченный пошел к себе домой. Вскоре он уволился с работы, пошел на курсы массажистов, прошел переквалификацию и стал мануальным терапевтом. Люди рассказывают, что призрак немой монахини до сих пор бродит по коридорам старого здания Митфака, как немой укор человеческой безнравственности и бездушности.